Несоблюдение температурного режима тепла и водоснабжения, повышение тарифов на услуги ЖКХ, капремонт. Такие темы прозвучали на прямой линии по жилищно-коммунальным вопросам в Госсовете Коми. Жители Ухтинского поселка Ветлосян пожаловались на некачественное предоставление услуги по отоплению энергоснабжающей организации. Когда за окном мороз, в квартире всего 13 градусов. Также часто случаются порывы. Представитель Минстроя Коми ответила, к следующему отопительному сезону эти сети будут переданы другой тепловой компании. Также на холодные батареи пожаловалась жительница Инты. Акт об этом составлен. Теперь исполнитель коммунальной услуги должен зафиксировать нормализацию температурного режима в квартире, после чего произвести перерасчет, отметил руководитель службы Стройжилтехнадзора Коми. Он должен снова выйти к потребителю и удостовериться, что у потребителя температура выше установленных значений. И отражает этот факт в акте. И вот получается, что вот этот вот период, то есть в акте будет две даты: начало периода некачественной коммунальной услуги и окончание вот данного периода. И вот за этот период, а акт у нас составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных участников. Из Печоры поступил вопрос по признанию аварийным пятиэтажного дома по улице Западной. А жительница Инты поинтересовалась, почему тариф на теплоснабжение с 1 января повысился более чем на 9%. Это средний индекс роста, пояснила руководитель комитета по тарифам Коми. Допустимое отклонение на 2,4%. В приполярном городе был утвержден предельный индекс 11,4% по двум причинам. На территории муниципального образования Инта у нас реализуется инвестиционная программа, которая направлена на обеспечение надежности поставки услуг тепловой энергии. И, соответственно, данные затраты учитывались при установлении тарифа на тепловую энергию. И второе обстоятельство – это то, что почему мы сочли возможным подойти к данному вопросу, то есть установить тариф с учетом отклонения, это то, что тариф на тепловую энергию, если сравнивать другие территории по Республике Коми, то тариф у нас не является самым высоким, несмотря на то, что северные районы. Жительница столицы Коми пожаловалась на проблему с водоснабжением в новых домах на улицах Ручейной и Панева. Напор воды низкий. Управляющая компания вопрос, по ее словам, не решает. Сыктывкарке посоветовали обратиться в жилинспекцию города или службу Стройжилтехнадзора республики.